Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Цитата из послания главы республики от 26 ноября прошлого 2015 года. «Мы всегда опираемся на факты. Социологические исследования, постоянно проводимые в республике, выявляют острые проблемы, вызывающие наибольшее беспокойство якутян. В зависимости от проводимой работы их приоритетность меняется, но вот одна постоянно остается на верхней строчке. Благоустройству городов и сел посвящен наш сегодняшний выпуск. Как все вы, конечно, знаете, 2016 год объявлен годом благоустройства населенных пунктов в Республике Саха-Якутия с общим финансированием, превышающим 2 миллиарда рублей. Этим выпуском «Арена событий» открывает цикл программ, посвященных, заглянем в словарь, комплексу мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Именно так трактуется термин «благоустройство». Каждый человек, который заходит в поселок, в первую очередь он видит что? Видит благоустройство поселка. И в связи с этим с этих моментов сразу начинается, ассоциируется, как поселок живет, как народ живет, как народ это воспринимает. Поэтому вот каждый год именно главой республики по поселениям на благоустройство финансовые средства выделяются. И это очень громадная помощь для наших поселений. Это райцентрам по 5 миллионов, по поселениям, где ниже 1000 человек, по 1 миллиону. И где свыше, это у нас Томтор, свыше 1000 человек, 2 миллиона получают. И они эти все финансовые средства на благоустройство населенного пункта. И тем самым у нас уже в этом направлении работаем, да? И у нас уже образовались такие планы благоустройства. В этом году, 2016 год, главой республики объявлен годом благоустройства населенных пунктов. Это дает нам еще определенные силы и возможности. Да? Наталья Николаевна, в чем актуальность объявленного года благоустройства? Мы знаем, не секрет, что в 2022 году у нас будет юбилей вхождения Республики Саха-Якутия со дня образования Якутской ССР. И осталось всего 6 лет. И нужно этот праздник тоже провести достойно. Не секрет, что у нас в этом году будут проходить 6-е международные игры «Дети Азии». И вообще мы должны жить в красивом, в эстетически ухоженном, благоприятном, в комфортных условиях городе. Наталья Николаевна, у различных районов, наверное, различные проблемные места. Не могли бы вы привести пару примеров просто по районам, у кого какие проблемы? Смотрите, во-первых, я бы сказала, что правила благоустройства утверждают органы местного самоуправления. И они, конечно, у всех могут быть разные, в зависимости от того, какие на сегодня у них стоят задачи. Допустим, пример. В 2003 году город Нерюнгри у нас был самым благоустроенным городом России. Он участвовал в всероссийском конкурсе и занял там призовое место. Понятно, что в городе Нерюнгри, наверное, на сегодня одним из, на мой взгляд, является мероприятием это создание рекреационных зон. Что такое рекреационные? Это зоны отдыха, парки, скверы, детские площадки, возможно, спортивные площадки, уличные, о чем мы тоже говорим, о развитии массового вида спорта, в том числе в рамках подготовки ГТО. Да? То есть это, конечно, в городе нужно создавать, и в Нерюнгри наверняка стоят эти планы. Это также своевременная уборка территорий. А если взять тот же Вилюйский улуг, Верхневилюйский улуг, на сегодня у них первоочередные стоят задачи. Это вопросы уличного освещения, которые тоже являются элементами благоустройства территорий. У кого-то это содержание свалок, у кого-то своевременный вывоз твердых бытовых отходов. У всех по-разному. Но есть и общие задачи. Например, Егор Борисов обозначил, что поселения в обязательном порядке должны предусмотреть облагораживание центральных площадей населенных пунктов и автомобильных въездов к ним. Я бы от себя назвал еще одну общую проблему. Элементарно. У нас еще не на всех домах вывешены указатели названий улиц с номерами домов. В Якутске такая проблема есть и во многих населенных пунктах. Мы рекомендовали главам муниципальных образований привести в порядок въездные, эстакады, которых название населенных пунктов.
У нас закон о языках принят, и в этом законе четко прописано, что наименование улиц, названия населенных пунктов могут быть, не могут быть, а должны быть прописаны на 2 языках Якутии. Это и на якутском, и на русском языке. Почему бы не это нам тоже привести в соответствие? То есть у всех есть мероприятия, которые нужно уже начать в этом году и далее продолжать. И когда будет оценка, соответственно, вы будете учитывать специфику районов? В прошлом году глава издал указ 2698, мы его такой называем, да, это содействие развитию благоустройства. И рекомендовал всем органам местного самоуправления утвердить 3-летние планы по мероприятиям благоустройства. Они утверждены во всех муниципальных образованиях. Сейчас мы рекомендуем органам местного самоуправления в рамках объявленного года актуализировать их, так сказать, с учетом вот тех или иных особенностей, и проводить по ним мероприятия. Порядок уже утвержден. Порядок отбора. Да, у нас, значит, в бюджете в этом году будет предусмотрено 450 миллионов рублей. Также у нас в законе о содействии развитию благоустройства предусмотрена государственная поддержка на конкурсной основе. У нас 410 поселений, которые могут участвовать в этом конкурсе. Отбираться будет 100 лучших по 4 категориям. Это районные центры, городские округа, сельские поселения и так называемая арктическая северная группа улусов. А что значит лучших? 100 лучших, которые наберут большее количество баллов по факту выполненных своих работ. Основными условиями, что является, ну давайте даже не условиями скажу, а критериями отбора. Бальная система, 5-бальная система. И, допустим, за выполнение того или иного показателя, ну, допустим, наличие тех же правил благоустройства. Мы требуем и актуализации их. Они должны быть актуализированы с учетом тех или иных особенностей в рамках приведения в соответствие требованиям российского законодательства. Это должны быть схемы градостроительной застройки, это должны быть схемы вывоза мусора. Вот их наличие говорит о том, что они получают 5 баллов. Это должна быть регистрация в системе ГИС ЖКХ. То есть вы знаете, что у нас принята государственная информационная система ЖКХ, и мы на сегодня уже к 1 июля должны быть все зарегистрированы. И вот те, кто больше всего зарегистрировал, те получают 5 баллов, если у них там 100%. Если меньше, значит меньше количество баллов. Поддержки заслуживает тот, кто работает. А необъективный, но принципиальный патернализм недостоин поощрений. Маленький пример. Одно из верований кочевого народа Масаи в Кении гласит, что бог дождя, Нгаи, дал весь скот именно этому народу. Поэтому все, кто также владеют скотом, когда-то украли его у Масаи. Так и живут в вечной обиде. А зачем помогать тем, кто ничего не делает? Если они не хотят, если народ не призывает, не принимает активное участие в мероприятиях по благоустройству, не занимается озеленением, облагораживанием своей территории и уборкой, даже хотя бы своего. Во всем мире что такое благоустройство? Но благоустройство начинается со своего двора. Совсем немного найдется тех людей, которые не хотели бы чистоты и уюта в своих квартирах, домах, подъездах и улицах поселков и городов, где они проживают. И если квартиры в порядок приводим мы сами, то территории населенных пунктов – это ответственность не только местных администраций, но и жителей. Благодаря работе глав и специалистов поселковых администраций на территории каждого поселения Нерюнгринского района работает множество программ, так или иначе связанных с благоустройством. В Беркаките помимо самой программы благоустройства поселка реализуются программы по благоустройству автомобильных дорог, энергосбережению и охране окружающей среды. Безусловно, при поступлении денежных средств в связи с распоряжением главы республики все поселения Нерюнгринского района скорректируют свои бюджеты. И необходимо отметить, что главы и специалисты администрации муниципальных образований готовы к этой работе и выполнению новых задач. Там же в послании главы было сказано, что правительство уже утвердило примерные правила благоустройства территорий населенных пунктов. А что это за правила? Правила благоустройства – это, грубо говоря, правила к требованию по уборке территории, правила по уличному освещению. Ну, элементарно, да? Подряд 2 фонаря, 2 столба не должны не гореть, так сказать, да? Вот это четко прописывается. Уборка в летний период осуществляется с такой-то период, там, с 15 апреля там, по 15 октября. Что в этих правилах прописывается конкретно, что, допустим, при температуре 25 градусов и выше, улично-летний период,
Значит, обязательно должен быть полив твердых покрытий, ну только твердых покрытий, то есть мы говорим асфальта, да, наших. Вот это правило, то есть правило, что должно быть, что собственники должны приводить в соответствие там свои фасады, что территория должна убираться, что вокруг остановки должны быть чистыми. Вот это правило. В самом начале я сказала, что каждый муниципалитет должен с учетом своих особенностей, потому что, ну, смотрите, вот вы правильно сказали совершенно, да, что озеленение в городе Якутске и озеленение в Анабарском или в Абыйском улусе — это же разные вещи. Понятно, что площадь озеленения, она совсем другая, и это в правилах должно быть прописано. Что в Якутске это должно быть не менее столько-то квадратных метров. В Анабарском улусе они уже со своими особенностями, климатическими условиями устанавливают совсем другую норму. А актуализированы ли нормы административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий? У нас в 2009 году был принят Кодекс административных правонарушений. Там есть статья 6.12. За нарушение правил благоустройства предусматривается та или иная там ответственность. Ну, от гражданина от 1 тысячи там, до 5, на юридических лиц от 50 тысяч до миллиона. Диапазон очень широкий. Миллион еще никогда никому понятно, не был предъявлен. Мы говорим, что сейчас нужно за то или иное нарушение правила дифференцированно предусматривать ту или иную ответственность. За несвоевременную уборку мусора, за, допустим, несвоевременный вывоз, за то, что фасады ваши там в неприглядном состоянии или там еще что-то. Мы будем, конечно, поддерживать и поощрять те муниципальные образования, которые создают так называемые и привлекают общественность, территориальное общественное самоуправление, так называемые ТОСы. И если они будут принимать участие в мероприятиях по благоустройству, значит, и будут предусматриваться гранты на их поддержку. Тоже предусмотрено у нас в бюджете. У нас предусмотрена государственная поддержка на мероприятия по, так сказать, ремонту улично-дорожной сети, придомовых территорий. Это по линии Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Громадные средства предусматриваются, порядка 300 миллионов. Это предусматривается мероприятие в рамках Министерства молодежи. Вы слышали, что в послании одним из пунктов является привлечение студенческих отрядов, одного крупного отряда, там не менее 1000 человек, 50 населенных пунктах. И в рамках этого Министерство молодежи тоже предусматривает определенную поддержку на ту же заработную плату студенческим отрядам. Арена событий будет еще неоднократно рассказывать вам о том, как проходит год благоустройства в республике. А наш сегодняшний выпуск завершен. Это была программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.